Рост цен ожидается в сфере строительства. С июля ужесточатся требования к застройщикам. Отношение к изменениям неоднозначное. Есть те, кто спешит оформить договоры о долевом строительстве, то есть до вступления в силу нового закона, чтобы купить подешевле. Вдруг цены вырастут. Но есть и те, кто напротив ждет 1 июля, чтобы ненадежные застройщики ушли с рынка. В ситуации разбиралась и наш корреспондент Кристина Якупова. Многодетная семья Илона и Дмитрий Кушнир давно хотели увеличить свои квадратные метры. Планировали приобрести квартиру в строящемся доме. Но, проконсультировавшись с риэлтором, серьезную покупку решили отложить. Я поняла, что более безопасно подождать и сохранить свои деньги, свои нервы, свои средства и уже получить безопасность для себя и для своей семьи. Потому что была такая жизненная ситуация, когда знакомые попали не на добросовестного застройщика и не получили свою квартиру в срок. И ожидали очень, потеряли и время, и деньги. Проблемы с участием в долевом строительстве жилья существуют не первый день. Поправки в закон были внесены в целях защиты прав участников долевого строительства. В целом регулирование рынка долевого участия в строительстве ужесточается. Один застройщик может осуществлять строительство только по одному разрешению на строительство. Застройщик не может осуществлять иную другую деятельность, связанную с привлечением денежных средств, кроме как осуществлять строительство многоквартирных жилых домов. Также застройщик не может создавать или учреждать какие-то коммерческие или иные формы, видов организации, а также совершать какие-либо сделки, не связанные с осуществлением долевого строительства. И это еще не весь перечень требований. С 1 июля осуществлять деятельность застройщика станет намного сложнее. Требования, ожидающие застройщиков, носят как организационный, так и экономический характер. Это будет уже прозрачность для клиентов. Это между застройщиками и между дольщиками уже будут стоять сам банк. Банки будут открываться эскроу счета. Раньше как было, когда они покупали договор долевого участия, клиент он покупает за 3 миллиона, все эти 3 миллиона уже падают сразу застройщику. Сейчас будут уже эти деньги падать по эскроу счета. И уже поэтапно банк будет контролировать строительство застройщика и будут поэтапно перечислять деньги. Но существует и обратная сторона медали. Эксперты прогнозируют значительное сокращение числа застройщиков, а значит и предсказуемый рост цен на рынке жилья. У тех же, кто только планирует принимать участие в долевом строительстве, есть еще время выбрать – цена или надежность. Кристина Якупова, Дилус Иннокентьев, Якутск.